Здравствуйте, мы начинаем новую неделю. Вы смотрите новости Татарстана. В студии Султан Нугайбеков. И вот главные темы выпуска. «Зенит Казань» стал чемпионом России. Ну, конечно, даже не просто там золотые медали, да, нечто большее для нас всех. Как команду встретила Казань, увидела Лина Зинатуллина. В поле, внимание! Часть республики дожди хорошие покрыли, это вот Предволжская, Буинская зона. Сегодня глава Минсельхоза посетил Рыбно-Слободский район. Как в республике обстоят дела с посевной, расскажет Рамиль Галиулян. Парад Победы прямо под окнами дома. Наш долг помнить, какую цену мы платили за победу в годы войны. К акции «Парад у дома ветерана» присоединилась Сирина Сахапова. К параду готовы. Большая гордость. Пройдем как положено. Как прошла генеральная репетиция Парада Победы в Казани, расскажет Рамиль Шайдуллин. Победа ко Дню Победы. Сегодня весь Татарстан ликует за волейбольный «Зенит». Команда стала чемпионом России и вернулась в Казань буквально несколько часов назад. Казанский «Зенит» в сухую выиграл финальную серию у московского «Динамо». Волейбольный клуб стал 11-кратным чемпионом страны. Эта победа первая с 2018 года и была как никогда нужна республике. В аэропорту Габдуллы-Тукая сегодня их встречали родные, болельщики и наша съемочная группа. Кубок чемпионов страны в руках казанских волейболистов впервые с 2018 года. Финал завершился в Москве накануне. Казанский «Зенит» противостоял столичному «Динамо» и в сухую обыграл москвичей. Тяжелый матч, но очень запоминающийся, эмоциональный. Уже концовка, мы проигрываем, Макс Михайлов подает 2 эйса, мы вырываемся вперед и уже не отпустили эту победу. Спустя 5 лет кубок снова в Казани. Волейболистов в аэропорту встречают семьи и болельщики. Она нужна была не только команде, а всему Татарстану, потому что давно не было побед. Казань заслужила это и, наверное, в первую очередь заслужили мы, потому что сезон был сложный, действительно, соперники достойны. Игры были тяжелые и порой приходилось переламывать ход матча. Всех поздравляю, Татарстан, Казань. «Зенит» — это очень приятное такое достижение, важное достижение, долгожданное достижение, к которому мы шли. Уже очень соскучились именно по чемпионству, да, там кубки удавалось заработать, но вот чемпионство ждали очень долго и наконец-то дождались. Это были удивительные дни для меня. 4 мая у меня родилась дочка. Вчера мы выиграли, а сегодня мой день рождения. Я даже пока не пришел в себя. Наверное, только спустя какое-то время осознаю, насколько это здорово. С победой команду поздравил президент Федерации волейбола Республики Фарид Мухамедшин. Он отметил, благодаря упорному труду и несгибаемой воле татарстанский клуб в 11-й раз стал чемпионом России. Напомним, «Зенит Казань» был создан в 2000 году под эгидой общества «Динамо», которое возглавляет Азгат Сафаров. Казань и Татарстан вообще славятся спортивными традициями. Для нас игровые команды всегда в топе. Чуть-чуть оступился у нас Акбарс, хотя тоже были близки к успеху в этом сезоне. Ну и вчера вот ребята, волейболисты, одержали такую волевую победу. С 2-0 победили и такой показали настоящий красивый волейбол. Впереди у команды короткий отдых. Костяк коллектива сохранится, но уже известно, что для Александра Волкова этот сезон последний. В раздевалке чемпионы пели «Замыкая круг» – песню о том, что в команде можно из самой сложной ситуации выйти победителем, как росток, пробившийся сквозь камни. Камни против их дорог сумел пробить росток. Лина Зинатуллина, Адельмин Дубаев, ТНВ, Казань. С победой «Зенит» поздравил Рустам Минниханов. Телеграмму раис республики адресовал президенту клуба Равкату Кантюкову, президенту Федерации волейбола республики Фариду Мухамедшину, председателю татарстанского общества «Динамо» Азгату Сафарову, главному тренеру Алексею Вербову и всему коллективу «Зенита». Как отметил Рустам Минниханов, цитата: «Вне сомнения, это общий успех игроков и тренерского штаба «Зенита», всех причастных к этому триумфу специалистов клуба, спортивных менеджеров и спонсоров. Благодарю всех за подаренные яркие эмоции и за возможность по-настоящему гордиться родной командой». Также раис республики направил телеграмму председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру. Рустам Минниханов подчеркнул: отличная физическая форма, мастерство и слаженность игроков, что в огромной степени определяет успех, обеспечены благодаря вашей поддержке, активному участию «Газпрома» в развитии команды и в целом татарстанского спорта.
Татарстанские пожарные отправились в Тюменскую и Курганскую области для усиления группировки МЧС России, которая борется с лесными пожарами. Состав десанта республики – 50 человек и 7 единиц техники. Это автоцистерны высокой проходимости, штабной автомобиль и полевая кухня. Как подчеркнуло руководство татарстанского МЧС, аэромобильная группировка обеспечена всем необходимым снаряжением. Отметим, сейчас в Тюменской области полыхают 12 лесных пожаров на общей площади более 1000 гектаров. Накануне в деревне Красный Яр из-за огня погиб местный житель, еще 2 пострадали. В Курганской области площадь возгорания 200 гектаров. Для тушения стянуты силы МЧС из разных регионов страны. Всего более 1000 человек. Задействованы пожарные самолеты и вертолеты. Рустам Минниханов сегодня с деловой поездкой находится в Объединенных Арабских Эмиратах. В Абу-Даби проходит ежегодный инвестфорум АМ Global 2023. Татарстан постоянно его участник. Главная тема международного события – будущие инвестиционные возможности для устойчивого экономического роста. Рустам Минниханов в качестве почетного гостя участвовал в церемонии открытия и выступил на пленарном заседании форума. Детали визита и кого ждать на грядущем Казан-форуме – подробности далее. На ведущей инвест-платформе Ближнего Востока собрались ключевые игроки финансового рынка исламских стран. Татарстан – постоянный участник форума в Абу-Даби с момента его основания. Раиса республики многие знают лично. Спасибо, рад был вас видеть. Современный Татарстан – один из ведущих регионов Российской Федерации с большим инвестиционным потенциалом. Тема пленарного заседания – смена инвестиционной парадигмы. Участники форума обсуждают будущие инвест-возможности для устойчивого экономического роста. Рустам Минниханов выступает в качестве почетного гостя и спикера. Форум для нас – это прекрасная площадка для презентации инвестиционных возможностей нашей республики, обмена опытом с зарубежными партнерами и налаживания новых контактов. Здесь же на полях форума ряд деловых встреч. Первая с руководством одного из самых авторитетных туристических брендов Арабских Эмиратов. В прошлом году они организовали пресс-тур в республику и провели рекламную кампанию путешествий в Татарстан для жителей Персидского залива. Я был в Казани, увидел, как прекрасен ваш город, провел там 3 дня и 3 ночи. Видим, что и нашим людям интересно ваше направление. Тем более, что несколько наших авиакомпаний регулярно летают в Казань. Нет никаких транспортных проблем и визовых ограничений. По словам Раисы республики, индустрия туризма для Татарстана важное направление в экономике. Взаимодействие с компанией Аль-Раис должно продолжаться. Я думаю, что мы начали большой путь. Step by step. На встрече с министром внешней торговли Арабских Эмиратов Тани Ахмедом Аль-Зиуди стороны отметили рост российско-эмиратского товарооборота. В прошлом году он превысил 10% и составил почти $6 миллиардов. Деловые круги Эмиратов – постоянные участники Казань-форума, и этот год не будет исключением. С нетерпением ждем вашу делегацию. Я думаю, что мы должны друг другу почаще ездить. По словам министра, он планирует приехать в Казань во главе делегации из своей страны. В ее составе бизнесмены и представители госструктур. Форум продлится до 10 мая. У Рустама Минниханова запланированы ряд встреч с представителями деловых кругов Эмиратов, а также стран-участниц форума. Рамиль Шайдуль, Марат Хусаинов, ТНВ, Абу-Даби. Аграрии республики приближаются к финишу посевной. На сегодня уже в некоторых районах работы практически завершены. Это Тетюшский, Заинский, Муслюмовский и Нурлатский. Прошедшие в Татарстане дожди дают оптимизм на хороший урожай, говорят фермеры Рыбнослободского района. Здесь посевная завершена на 86%. Как здесь идут дела сегодня, оценил глава Минсельхоза. Марат Зибаров облетел поля, посмотрел строящиеся животноводческие комплексы и встретился с фермерами. Рамиль Галиуллин подробнее. Так, метр за метром трактор прокладывает в поле ровные полосы, будто дорога к финишу. В Рыбной Слободе аграрии отсчитывают дни до завершения посевной. Говорят, пашня в отличном состоянии. За день мы сеем 30 гектаров, 25-30. Баранование вовремя и культивация вовремя. Из-за этого хорошая земля.
В агроферме «Рыбная Слобода» завершается сев пшеницы, и уже видны всходы кукурузы. Ракиф Гемадиев засеял 7,5 тысяч гектаров, дважды проведя подкормку. Посеяли мы полностью гороху, всходы тоже хорошие, нормальные, и озимые в очень хорошем состоянии. Вот 1570 гектаров, все они нормальные. Мы ожидаем от них 30-35 центнеров. Сегодня в хозяйстве Ракифа Гемадиева большая делегация. Ход посевной оценивает Марат Зебаров. В районе сегодня засеяно 86% пашни. Пшеница, ячмень и горох здесь традиционно в центре внимания. Как отметили в Минсельхозе, весенне-полевые работы в республике выходят на финишную прямую. Сегодня в Татарстане засеяно больше 1,5 миллионов гектаров земли. Это 87% от плана. В ряде районов работы практически завершены. Среди лидеров – Тетюши, Заинск, Муслюмова, Нурлаты, Сарманово и Буинск. Ситуация стабильная, заверил министр. Погода не подвела. Часть республики дожди хорошие покрыли. Это вот Предволжская Буинская зона, это северная зона, зона Мамадыша. Хорошие дожди прошли. Но вот зоны Мензелинского района, те края, в принципе, как и там и первых дождей не было, эти дожди там тоже не прошли. Но несмотря на это, есть все агротехнические приемы, листовые подкормки по внесению касса в почву. Всеми этими агроприемами надо заниматься. Слушай, я такой не видел. Тут карбонат будет полностью, да? Осмотрел министр и животноводческие комплексы района. В хозяйстве Александра Григорьева через месяц откроется новый автоматизированный коровник на 150 голов. Это позволит расширить бизнес, а вместе с ним и увеличить поголовье КРС. Помогла грантовая поддержка. На эти деньги гранта купил доильных роботов за 16 миллионов и 14 миллионов потрачу на коров самих. Сегодня в районе содержится больше 13,5 тысяч голов КРС. Снижение за год почти на 500. Это общая тенденция. У некоторых хозяйств избавление от лейкозных коров. Планов-то много на самом деле. В планах на 2 фермы на 1000 голов каждый. В районе занимаются разведением и татарской породы лошадей. Одну из ферм посетил Марат Зебаров. Затем пообщался с сельчанами и обсудил низкие закупочные цены на молоко. На прошлом совещании мы кооперативы все собирали. Я тоже попросил всех смотреть цены у нас этих мелких закупщиков, перекупщиков молока, которые население собирает. Мы тоже их должны отслеживать. Есть такие товарищи, которые у себя за то, что они молоко от населения домов довозят, до 7-8 рублей оставляют. Но этого быть не должно. 2-2,5 рубля – тот предел цены, который мы видим. Марат Зебаров поручил руководству района оперативно реагировать на все вопросы фермеров, связанные с ценами на молоко. Рамиль Галиуллин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Рыбно-Слободский район. В Казани простились с экс-ректором КФУ Юрием Коноплевым. Профессора не стало на 84-м году жизни. Гражданская панихида прошла в Институте физики. Юрий Геннадьевич сам окончил физмат КГУ, потом начал здесь работать инженером лаборатории прочности. Возглавил кафедру теоретической механики и в 1990 году стал ректором. В этой должности Юрий Коноплев проработал 11 лет. Как отмечают, это было время непростых 90-х. Ректору удалось и сохранить потенциал старейшего вуза страны, и обеспечить развитие, добившись повышения статуса до федерального университета. Как не раз подчеркивали, Юрий Коноплев был настоящий интеллигент, ученый, любимец студентов. Вплоть до самой смерти он трудился в этой университетской высотке на кафедре теоретической механики. Сегодня Казанский университет известен во всем мире. Это был человек-искра, человек-талант. Многие помнят его нескончаемый поток анекдотов. Студенты помнят его замечательные лекции. Мы все помним его стиль, интеллигентный стиль общения, интеллигентный стиль руководства. В 90-е годы, в самом деле, в самые трудные, и благодаря его именно усилиям удалось сохранить наш научно-педагогический коллектив, укрепить наш университет. Но он больше мне запомнится как прекрасный человек, добрый такой. Всегда старался помогать людям, выслушать и советы давать.
Соболезнования родным и близким выразило руководство Татарстана. Как сказано в правительственном некрологе, общественность республики понесла тяжелую утрату. Всю свою жизнь Юрий Коноплев посвятил служению высшему образованию. Он был автором более 180 научных публикаций, отчетов и монографий. Результаты проведенных им исследований до сих пор используют в научных институтах. Многолетний плодотворный труд и заслуги профессора отмечены высокими наградами. Трудолюбием, оптимизмом, человечностью и чутким отношением к людям он снискал авторитет и глубокое уважение коллег к общественности. Говорится в некрологе, подписанном Рустамом Миннихановым, Минтимером Шаймиевым, Фаридом Мухамедшиным, Алексеем Песошным, Азгатом Сафаровым. Соборная мечеть переедет из Кырлая в Бишбалту. Что кроется за сменой места во внезапно опубликованном проекте победителей конкурса? Читайте в интернет-газете «Реальное время». По всей стране в преддверии Дня Победы проходит акция «Парад у Дома ветерана». Под окнами тружеников тыла и участников Великой Отечественной звучат военные песни, проезжает колонна раритетной техники. Это легендарная «Катюша», танки Т-34 и ЗИСы. Сегодня в Казани героев-победителей поздравили кадеты танкового училища. Каждый ветеран увидел и вечный огонь. Его пронесли волонтеры. Как это было, расскажет Сирина Сахапова. Это особенный парад. Он следует по всему городу. Его могут увидеть все жители. Но остановки с поздравлениями только для победителей. Возглавляет праздничное шествие громкая и грозная легенда танк Т-34. Он выпущен в 1940-х годах, но до сих пор на ходу. Ежегодно он принимает участие в парадах. За ним следует ряд техники, в их числе «Катюша», советский грузовой автомобиль ЗИС и танк Су-100. Вере Бакаевой, Алексею Комлеву и Исмагилу Сираева за 90. Но они до сих пор полны сил и энергии. Поэтому личный парад Победы принимают вместе на Советской площади. Участников Великой Отечественной сегодня чествуют юнармейцы, школьники и кадеты танкового училища. Поют песни, читают стихи, дарят цветы и теплые объятия. В специальной лампе для ветеранов привезли частицу вечного огня с могилы неизвестного солдата в Москве. Война была долгой, страшной, жестокой, усыпанной миллионами человеческих жизней. 97-летний Алексей Комлев – участник Великой Отечественной войны. День Победы ждет с особым трепетом. Сегодня при полном параде. На кителе ордена и медали. Отца в 1941 году призвали, но по состоянию здоровья он вернулся. А вот очередь до меня дошла в 1943 году, и мне вручают повестку. Вот я старший родился, я жив, я был на фронте в составе Первого Прибалтийского фронта и Второго Дальневосточного фронта. Исмагил Сираев ушел на фронт из Нурлатского района в 1944-м. Был помощником командира взвода на Втором Белорусском фронте. Чего только мы там не видели. 60-градусный мороз, ни еды, ни одежды, ничего нет. Даже вспоминать тяжело. Будучи молодыми мальчишками, приходилось выводить пленных и отправлять их в Сибирь. На Кулахметово парад встречают Лидия Удовенко и Сахап Илалов. Она бывшая узница концлагеря. Он участник Великой Отечественной. Оба живут в одном доме. Сахап Салахович участвовал в обороне Сталинграда. Дошел до Берлина. Каждый год 9 мая вспоминают всех, кто остался на полях сражений. Оставили в лесу артиллерийский майор. В лесу похоронили. Выход не было никуда. А вывозить нельзя. Ранить у нас санитар, который операции нельзя было делать, потому что не был врача. Акции «Парад у Дома ветерана» проходят по всей стране. Для участников войны и тружеников тыла звучат военные песни и стихи. Сопровождение оркестра, проезжает ретро-техника. Маршем проходят кадеты и курсанты. Возможно, ветеран по состоянию здоровья не попадет на главный парад, но личный для него пройдет обязательно. Сирина Сахапова, Адельмин Дубаев, ТНВ, Казань. В эти минуты на площади Тысячелетия идет репетиция Парада Победы. Уже 3-я за неделю. Участники продолжают оттачивать все движения, чтобы парад прошел на высшем уровне. Он должен поразить своим размахом. По площади Тысячелетия пройдут 2500 человек. Проедут танки Т-34 и ИС-3 и легендарная «Катюша». Много и новых участников. Рамиль Шайдулин увидел, кто будет идти в составе парадных расчетов.
1000 участников. Войска Казанского гарнизона, курсанты танкового училища, юноармейцы, студенты военных кафедр, рядовые сержанты и офицеры запаса в ожидании команды. 9 мая они пройдут в составе главного парада республики. И еще есть время отточить все как следует. Настроение боевое, ребята заряжены. Пройдем как положено. Впервые в истории Татарстана на параде пройдет расчет пограничников. Сами отмечают, поэтому их мало. Посмотрев уже, как мы выходим, чеканим шаг, соответственно, ждем остальных ребят, которые подтянутся и будут с нами в одном строю. Флаг пограничников доверили нести майору запаса Фуату Сунгатуллину. Хотя прежде на районных парадах знаменосцем пограничников был отец Анатолий. В прошлом году он погиб на СВО. Это очень большая ответственность для меня. Большая гордость. Товарищ генерал-майор, войска Казанского гарнизона построены. Парад примет начальник Казанского танкового училища и гарнизона Кирилл Кулаков. Это не первый его парад, и уже на репетиции генерал показывает, как надо. Для парада готовы. По традиции отдельным парадным расчетом пройдут девушки-медики. Эту роль доверили студенткам КГМУ. Как медики представляем тех девушек, которые ушли на фронт, которые участвовали в Великой Отечественной войне, в качестве медиков, в качестве девушек, которые и воевали. Думаю о том, что это все идет в дань нашим предкам, которые воевали за нас, за наше сейчас чистое небо. Настроение радостное, видите, дети сразу приходят на репетицию. Они понимают, что это очень ответственно, потому что это парад победы. В это время на холме Кремлевской дамбы появляется военная техника. Танк Т-34 с надписью «Колхозник Татарии». Тот самый, который был в колонии, сформированный на народные средства и в 43-м переданный на нужды фронта. А еще танки ИС-3, легендарная «Катюша», реактивные снаряды для которой собирались в Казани, а также ретро-автомобили. 9 мая – это праздник очень важный для каждого жителя Российской Федерации. И перед нами стоит задача, перед всеми жителями России, чтобы 9 мая запомнился ветеранам, запомнился жителям Республики Татарстан, Российской Федерации, всем гостям. Уже завтра по площади пройдут 2500 участников. Смотреть шествие будут тысячи со склона Кремля и миллионы у экранов телевизоров. Парад в прямом эфире покажет наш телеканал. Рамиль Шайдуллин, Ленар Кузахметов, ТНВ, Казань. Казань на один день стала столицей мировой моды. Здесь прошел международный показ «Саган Fashion Week», организованный продюсерским центром «Саган». Это масштабный проект модной индустрии страны. Дизайнеры России и ближнего зарубежья презентовали свои коллекции перед казанской публикой. Красота, эстетика и умение нести себя во все времена считались признаком наличия тонкого вкуса. В продюсерском центре «Саган» помогают овладевать этими навыками детям, подросткам и женщинам. Площадка «Саган Фэшн Шоу» – результат проделанной творческой работы. «Саган Фэшн Шоу» – масштабный проект в сфере моды, где на одном подиуме соединились талантливые дизайнеры и яркие модели. Вместе они создали феерическое шоу ярких коллекций, среди которых детская от бренда «Саган», созданная из качественных и натуральных тканей. В пошиве учли последние тренды в мире моды, а также практичность и удобство. Одежда довольно удобная, комфортная, качество классное. Чувствую себя богиней, самой красивой. Мощная организация. Здесь визажисты, парикмахеры, волонтеры. Огромный опыт и для моделей. Десятки дизайнеров со всей России представляют свою коллекцию, модную, стильную, обмениваются своими идеями. Девиз продюсерского центра «Саган» – расти, развиваться и быть сильным конкурентом фэшн-индустрии. Команда профессионалов работает с лучшими дизайнерами, стилистами, визажистами, фотографами. Стать частью яркого мира моды и красоты можете и вы. Сейчас то самое время, когда в центре Казани расцветают яблони и груши, а на улице можно увидеть Катюшу, участницу Парада Победы. Это то самое время, когда один раз в год сады цветут.
Пока это все, о чем мы успели вам рассказать. С погодой вас познакомит моя коллега Аделина Зарифова. Передаю слово ей. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Здравствуйте! Холодный атмосферный фронт ворвался в Татарстан. Значительное похолодание коснулось каждого района республики. По данным сервиса Яндекс.Погода, в предстоящие сутки в Бугульме, Бавлах и Азнакаево ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью холодно до -2, в дневное время потеплеет до +12. Ясно и сухо в набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге. Ночью температура понизится до 2 градусов ниже 0, а днем ожидается до +13. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше ожидается ясная погода. Ночью около 2 мороза и до 13 тепла в дневное время. В Арске, Кукмаре и Балтаси похожая картина. Осадки не ожидаются, ночью до -2, а днем значительно теплее, до 13 градусов тепла. В Болгаре, Доржаном и Буинске переменная облачность, вероятность осадков небольшая. Температура ночью до 1 градуса мороза, а днем около 13 градусов выше 0. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше малооблачно, ночью около 0, днем потеплеет до +13. В среду повышение температуры продолжится, а вероятность осадков будет небольшой. Казанская швейная фабрика «Лилианс» – молодая, динамично развивающаяся компания. Расширение и модернизация производства дает возможность идти в ногу со временем, удовлетворять интересы и спрос клиентов во всех регионах нашей большой страны. «Лилианс» – это красивая, качественная, а главное – удобная одежда для дома и отдыха. В честь открытия нового магазина в торговом центре «Паркхаус» всем покупателям скидка 20%. «Лилианс» – будь красивой всегда и везде. ТЦ «Южный» 2 этаж, ТЦ «Паркхаус» 1 этаж. В Казани ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью прохладно, температура опустится до 0 градусов. В низких местах возможны заморозки на почве. Днем ожидаются около 12 градусов выше 0. Ветер северо-восточный умеренный до сильного. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха около 41%. Магнитное поле Земли неустойчивое. Праздник Победы навечно останется в истории и всегда будет напоминать о тех кровопролитных событиях и великом разгроме фашистских войск. Россия отметит в этом году 78 лет победы в Великой Отечественной войне. Поздравляем всех наших телезрителей с большим праздником – Днем Победы! Берегите себя и помните тех, кто ради нас отдавал свои жизни. В студии была Аделина Зарифова. До встречи!